Не местный? Нет, местный. Я с Назрани. Ты просто на заднее сиденье сел. Это по привычке. А откуда приехал? С Москвы. Учебу? Да, московский, экономический. 5-й курс. Сюда приехал работу искать? Нет, я работаю. Старший менеджер в компании «Лидер». Да ну, вы же иномарки продаете. Ты там работаешь? Да, Давно здесь не был? где-то год. Соскучился? Очень. А что приехал, родных навестить? Мама слегла в больницу. Говорят, что-то с сердцем. Далморж, Волцин. Барков. А отец как? Уехал на заработки, когда мне и года не было. А братья и сестры есть? Сестра, старше на 6 лет. Работает педиатром в больнице. Хорошо, когда дома есть врач. Ты же не женат? Нет. Вот тебе как раз совет на будущее. В больницу? Да. Без сдачи. Слишком много? Я знаю. Барков. У нас хорошие врачи, они ей помогут. Надеюсь. Говорясхал. Салам алейкум. Почему мне не сказал? Я бы тебя встретил, сам бы привез. Да не хотел отвлекать тебя. Да ладно тебе. Или не один приземлился. Прячешь от меня кого-то? Нет, просто ты и так измучился. Да, напугала она нас сильно. Особенно Луизу. Ходит сама не своя. Сделала все, что могла, винить себя, что не смогла больше. Но ты же ее знаешь. Да. А врачи установили диагноз? Пока известно лишь то, что ночью ей стало плохо. Меня к ней пропустят? У них тут строго, но я обо всем договорился. Идем. Что случилось? Что врачи говорят? Ночью у нее случился неожиданно сердечный приступ, и бригада врачей, которая забрала, констатировали обширный инфаркт сердца. Они до самого утра боролись за ее жизнь, но, к счастью, кризис миновал, и ее осмотрел
наш очень хороший врач-кардиолог. Сегодня вечером по этому поводу должен состояться консилиум врачей, и там все будет точно известно. Может, отвезем ее в Москву? У меня хороший знакомый, лучший в своем деле кардиолог. Нет, Рашид, ты что? Это очень опасно. Да и нет необходимости. Наши врачи не хуже, а та, что смотрит за мамой, вообще очень замечательный врач. Говорят даже, что именно благодаря ей мама выжила. Она распорядилась поставить ей лучшую аппаратуру. Ты сама как? Спасибо, я в порядке. Не ври мне, на тебе лица нет. Рахим отвезет тебя домой, вечером приедешь. Но я хотела... Никаких «но». Хорошо, как ты скажешь. Привет. Привет. Как она? Ночь провела хорошо, это уже хорошо. Сейчас время обхода. Дядя Кхалчин, вы хоть спали сегодня? Я посмотрела результаты анализов, и в целом она идет на поправку, алхамдулилlah. Так что можете не переживать, уже начнем полноценное лечение спокойно. Так что да, Эндели, все будет хорошо. Лейла, можно вас на минуточку? Да, конечно, бехмуллах Кхалчин. Прости, я заснула. Все в порядке. Я видела Лейлу в коридоре, она что-то говорила? Они еще не поставили точный диагноз. Мгм. Это Лейла опытный специалист. Просто на вид она очень молодая. Поверь мне, она делает все возможное. Она очень хороший врач и просто замечательный человек. Только вот с семьей не очень повезло. Она дочь Мусымлы, помнишь его? Говорили, он убил родного брата ради земли. Про него много чего говорят. Сейчас он стал очень уважаемым человеком. Посетил Мекку, построил мечеть в городе. И на какие деньги? А на какие деньги он покупает себе дома? На какие деньги его сыновья покупают себе иномарки? Люди знают об этом и просто не спрашивают. Ты разочарован в ней? Нет, нет. Просто удивлен. Ты не подумай, она очень хорошая. Ее здесь все очень любят и ценят. Повторюсь 10-й раз, она просто хороший врач. Здесь будет обход, нам нужно выйти. Моя мама до сих пор лежит в тяжелом состоянии. Почему? Успокойтесь. Сабр дел я вам давно Успокойтесь. передал лекарство. Не кричите и выйдите из кабинета. Почему вы не начинаете лечение, я вам говорю? Успокойтесь. Рашид, я прошу, успокойтесь. Дело в том, что мы выяснили, что у вашей мамы слабые почки, понимаете? Сильнодействующие препараты могут нанести ей вред. Почки могут просто не выдержать. Сейчас мы с коллегами подбираем новый план лечения. Рашид, поверь, я знаю, что на кону. Извини, пожалуйста. Леди Кхалчин. Рашид, это мой номер телефона. Звоните, это домашний номер.
Звоните в любое время суток, буквально в течение 15 минут я обязательно подъеду, хорошо? Я надеюсь... Да нет, я даже уверена, что у вашей мамы все будет хорошо. Сейчас самое главное, мы миновали кризис, состояние у мамы стабильное, не переживайте. Дал Эндери, все наладится, все будет хорошо. Барков, Адик Халшин. как вы думаете, когда она вернется в сознание? Сейчас мы ждем результаты анализов. Когда мы поставим окончательный диагноз, сможем вам примерно обозначить сроки ее выздоровления. Далмаш лучше. Да, Рясхов. И Рашид, мне кажется, вы мучаете себя и Луизу. У нас здесь очень профессиональный персонал. Если вы поедете домой и отдохнете, я думаю, и маме тоже будет спокойнее. Адикал. Я все понял. Подготовьте тело. Неправда. Неправда, это неправда! Лейла, как можно было перепутать препарат? Как такое вообще возможно? Теперь нас еще и по судам затаскают. Сельдик Халхараши, спасибо, что пришли. Дело касается вашей матери. Знаете, мы провели внутреннее расследование и выяснили, что случившееся полностью наша вина. Я не знала, как вам сказать. Дело в том, что Марит, наша медсестра,
которая ставила капельницу вашей матери, перепутала препарат, после чего сердце вашей матери не выдержало, и случилось то, что случилось. Прошу вас, простите меня! Я не специально! Я не хотела! Мы полностью осознаем свою вину и готовы понести любое наказание. Мария сегодня же будет уволена, а завтра ее дело будет передано в суд. Пожалуйста, у меня 3 детей! Мужа нет! Они без меня пропадут! Прошу вас, я не специально! Я не Добрый день. Дядя Халчин, Фадиждышу. Хамдат, что выдожди? Хамдат, Сталил. Рашид, спасибо, что вы нам позвонили. Наш главврач хотел поговорить с вами. Мы можем пройти к ней. Я вообще-то предпочел бы поговорить с вами. Хорошо, давайте пройдем в ординаторскую. Я тогда здесь подожду. Мадиночка, оставь нас, пожалуйста. Да, конечно. Рашид, ахойха. Я еще раз хочу извиниться перед вами. Интервалтхун. Это должно было сообщить вам наше руководство, но, видимо, придется мне. Руководство больницы планирует выделить вам компенсацию за моральный ущерб и за нашу халатность. Я не буду выдавать вас. И компенсация мне тоже не нужна. Это очень серьезные деньги, может быть, вы возьмете пару дней на раздумье, Рашид? Деньги ее все равно не вернут. Я вас понимаю. Спасибо вам огромное, Рашид. Еще раз простите нас, пожалуйста. Мне очень стыдно за всю эту ситуацию. Мне не за что вас прощать. Вы сделали все, что могли. А та медсестра... Я понимаю, ее ошибка стоила жизни моей матери. Я не хочу, чтобы ее посадили. Рашид, спасибо вам огромное. Спасибо, да, Рясхалов. Вопрос о ее компетентности и работе в вашей больнице я оставляю вам. Хорошо, я сообщу хорошую новость руководству. Рашид, ее зовут Марит, и у нее 3 маленьких детей. 2 девочки и мальчик. Спасибо вам огромное за эту мужественность. Я пойду. Да, конечно. До встречи. Конечно. Рахим, вообще-то я тебе не все рассказал. Про что? Про деньги, которые мама копила на мою свадьбу. И Мурат сказал, чтобы я уважал последнее желание моей матери. Получается, ты женишься? Получается, да. Брат, я тебе такую невесту найду. Нет, вообще-то уже есть. Кто она? Я ее знаю? Да, вот ты недавно виделся с ней. Мадина? Да ладно. Ты хоть знаешь, кто она? Кто ее отец? Брат, эти люди убьют тебя. Они закопают и глазом не Мне моргнут. все равно. Нет, забудь. Эти люди убивают людей. А я? Я тоже. Ты серьезно? Эта девочка очень порядочная, и я по-любому женюсь на ней. Ну раз ты настроен так серьезно, я тебе помогу. Но все будем делать по-моему, с умом. Все, я тебя понял. Неужели мой брат женится? Не думал, что доживу. Ну вот видишь, дожил. Рашид, дядя Халчин. Какими судьбами у нас? Да вот, Луизу приехал забрать после работы.
Еще рановато. Она не скоро освободится. Я здесь посижу. Может быть, чай с нами попьете? Нет, Правда, не спасибо. стесняйтесь? Мы как раз тебя ждали. Привет, как дела? Так время быстро пролетело. Все, ты уже закончила? Пойдем? Нам пора. Спасибо вам за чай. Приятно было с вами посидеть. Нам тоже было приятно. Жалко, Адик что ты Хал. не успеешь с нами чай попить. Пока. Дядя Крылыш, можно? Дядя Крылыш, Дядя Колчин, вы опять за Луизой пришли? да. Это вам? Зачем? Ваши-то я все съел. Спасибо, конечно, но не стоило. Мы как раз собирались чай попить. Присоединитесь? Да нет, я подожду лучше. Садитесь, чай попьем вместе. Садитесь. Как у вас работа? Все хорошо. Рашид, а когда ты планируешь жениться? Матина, не смущай его. Да нет, ничего, все нормально. Вообще-то я хотел поговорить с вами. Наедине. Я пойду, угощу наших девочек-медсестер и скоро вернусь. Бехмбахла, так у нее язык немножко без костей, но она в целом очень хорошая девочка. Я хотел бы жениться в ближайшее время. Да? Ну, у нас в больнице очень много хороших девушек. Вот, например, Мадина у нас, мне кажется, очень подходит. Она в не девушка. Не знаю, согласится ли она выйти за меня. Мне кажется, для любой девушки будет очень приятно связать судьбу с таким хорошим молодым человеком. Даже для вас. Я сейчас помогу. Ничего страшного. Бывает. Как все прошло? Ужасно. Что она сказала? Ничего, я ушел. Это не ужасно. Это ты, тормоз. Запомни, не бывает плохого признания. Даже если ты запорол, главное дать понять, что тебе не безразлично. Зайди к ней завтра и извинись. Не, завтра я не могу. Завтра свадьба у сына дяди Тимура. А, точно, я вообще забыл. Ну, значит, послезавтра зайди к ней и извинись. Дай понять, что намерения твои серьезные. А если она скажет, что ей надо подумать? Дашь время подумать, в чем проблема? Это сработает. Ты думаешь, как я женился? Сделай музыку потише. Не громко же, нормально все. Не громко, Саша. Сделай потише, ты чего? Потише сделай музыку. Бля, мы же кайфуем, сидим, нормально же все. Зачем делать тише? Если тебе такая музыка нравится, ладно, то здесь свои пацаны. Ты другим местам не говоришь, что тебе такая музыка нравится. Ты бы лучше за своей сестрой следил бы. В смысле? Коромысли. Лучше за своей сестрой следи, говорю. А что, есть сказать, что ты за мою сестру, что ли? Не только мне, вся больница об этом А что ты говорит. хочешь сказать? В смысле, что говоришь, В пацан? смысле, что говорит? Твоей сестре парень приходит с подарками, и они парень? закрываются в кабинке. Где, больница имеешь? Да, в больнице. 5 минут я поеду сейчас. А я спокоен. Вот сейчас я... А вот здесь молода. 5 минут я поеду сейчас. Разберусь, приеду. Пускай едет.
Опять тут тебя проверю сейчас. Подожди, Подожди. Давай. Зачем так? Роман, пускай отвечает за свои слова тоже. Ой. Лео, тебе чай или кофе? Мне сразу 3 кружки ставить? Он сегодня приедет? Не знаю. Какое горе. Переживешь. Я же сейчас не о себе говорю. Все, видишь, ставлю 2 кружки чая. Вот. А вообще бы тебе радоваться. Какой парень. Умный. Интеллигент, красивый. Мне бы такого. Мадин, ну не говори ерунды. Сол за мамой весь, он младше меня. Какое горе. Как же ты это переживешь? Лейл, а почему самые красивые парни к тебе клеятся? А помнишь того хирурга, который приходил, подарки дарил? Помнишь? А потом уехал по работе и женился. Ты думаешь, Рашид так же поступит? Нет, он не такой. Не помешал? Привет, Рустам, я как раз уходить собираюсь. Илья Ильич, выйди отсюда. Садись ты. Сядь. Выйди отсюда. Остаться. Выйди отсюда. Сестра, ответь мне на этот вопрос. Что твои пациенты видят перед тем, как зайти сюда? Что они слышат, когда ты им представляешься? Твое имя? Мой тейп! Моего отца! Моих близких! Моих родных! Ты хоть понимаешь, насколько это все серьезно? Понимаешь? Тогда какого черта ты нас позоришь? Отвечай! Отвечай! Ты хоть понимаешь, каково мне? Всю жизнь выносить позор твоей матери. А теперь твой позор. Понимаешь? Я найду этого урода, размажу его по асфальту и прицелю его оба коленки. Лейла. Он убьет его. Не переживай. Я его знаю, он не его плачь. убьет. Я предупредила Луизу, она ему передаст. Не плачь. Все хорошо, Лейла. Какого стыдно, Муса? Вчера только свадьбу сына сыграли, а сегодня такое случилось. Мне стыдно за него. Да чтоб я сквозь землю провалился, если сын моей сестры мог допустить даже мысль о подобном. Рашида я знаю, он очень достойный парень из всех, кого я знаю. На нем нет ни капли вины. Это твой сын наслушался всяких грязных слухов и устроил подобное. Если бы он был бы немножко подсдержаннее, мы бы сейчас тут не сидели бы. Дыма без огня не бывает, люди разные болтают. Созовем старейшин завтра и разберемся. Не надо никакого совета тейпов. Я слишком хорошо знаю свою дочь, чтобы не поверить этим грязным слухам. А с сыном своим я сам разберусь. Как скажешь, Муса. А вы держите своего племянника подальше от моей дочери. И мы забудем эту историю. Муса, даю слово, что он больше близко к мне не подойдет. Ну все, хватит об этом. А сейчас отобедаем вместе. Эй! Муса, я ряснул, Муса. Нам чай надо идти под колом. Я ряснул. Голова. Я спалил. Это так называется? Ты слышишь, что они говорят? Кто говорит? Твои друзья алкаши? Они весь город пускают слухи. Я должен был стоять в сторонке, пока наш тейп обливает грязью. Я действовал достойно. Сейчас твоя сестра плачет в своей комнате. Иди извинись перед ней. Она позорит нашу семью. Сейчас мою семью позоришь ты. И запомни, она мне больше дочь, чем ты сын. Иди извинись.
Лейла, как я рада тебя видеть. Я тоже. Как я за тебя боялась. Скажи честно, тебя не били? Нет. Папа просто из дома не хотел выпускать, а так нормально все. Ну, выпустил же все-таки. Говорят, что вы приложили к этому немало усилий. Конечно, как по-другому. Мы каждый день звонили, писали, всей больнице жаловались. Как мы без нашего любимого кардиолога, без нашей Лейлы. Спасибо. Так, пойдем, мне надо всем тебя показать. Девочки из бухгалтерии обрадуются. Лычка, привет, дорогая. Привет. Как приятно тебя видеть. Целый день не успеваю с тобой поговорить. Да, пыталась застать тебя целый день одну. Мадинка убежала за тортиком, так что это ненадолго, ага. Рашид и я хотели извиниться перед тобой за все. Перестань, за что вам извиняться? Это наоборот, я должна перед вами извиниться, Рентер Доушсом, за поведение моего брата и за то, что он в принципе поставил вас в такую ситуацию. Рашид, наверное, злится на меня, да? Что? Почему? Я слышала, что он в Москву улетел. А, нет, ты что? Это из-за работы и только. Он бы на тебя никогда не разозлился бы. И он попросил передать, что он скоро вернется. А, да, еще вот это вот. Письмо написал? Да, он отдал мне перед отлетом. Приятно было тебя видеть, родная. Увидимся. Заходи. Смотри, что я купила. Твои любимые. Что с тобой? Да ничего. Что случилось? Все нормально. Ну тогда давай пить чай. Нет, извини, я опоздала, мне надо домой уже ехать. Прямо сейчас? Ты там не насиделась? Если я вовремя не приеду, мне еще месяц надо будет дома просидеть. Давай, мы завтра увидимся. Пока. Ты только вернись. Обещаю. Ахмед? Да, ты его видел на прошлой неделе. Он к тебе подходил на свадьбе, здоровался с тобой. Спрашивал про твое здоровье. Это щенок? Он посмел украсть мою дочь? Да я удушу его вот этими руками. Отец, уже ничего не изменится. Никогда. Никогда она не выйдет за него. Она уже дала согласие. Одно твое слово, и я верну ее обратно. Ну подумай, отец. Слухи все еще ходят. Пройдет время, и все забудут про эту глупую историю. Нам очень повезло, что ее хотят взять Джона. Не какой-то там, а человек с очень хорошего тейпа. Породнимся с ними. Может, она сама понимает. Она согласилась? Ты сам слышал это? Из ее уст. Ты его знаешь? Он очень хороший знакомый и достойный брат. Как он? Разбит. Он же не натворит глупостей, правда? Не переживай, я с него взял слово, что он ничего не сделает. Как ты?
Я вообще не могу понять, как она могла согласиться выйти за него. И я понимаю, я ей никто. Но и все же. Ты не был на той свадьбе. Ей наложили тонны косметики, чтобы скрыть синяки под глазами. И люди, замечая слезы в ее глазах и боль, отводили невольно взгляды. Они поспешили со свадьбой, чтобы она не убежала. И в этом нет ее вины. Не вини ее. Надо вернуть ее. Ты понимаешь, что она чужая жена, и что бы ты ни сделал, ты будешь неправ. Эти люди с правилами не считаются. Они тебя просто убьют или посадят, а ее отправят обратно домой. Рашид, пожалуйста, уезжай обратно в Москву. Будь выше всего этого. Хорошо. Ну что, как тебе? Отлично. По-моему, черный лучше был, да? Можно было посмотреть посветлее. Но после того, как я тебя расхвалил, всем будет все равно на костюм. Ну что, поехали? Да, поехали. Можешь подержать? Хорошо. Я сейчас быстро приду. Не трогай руками, лучше всех пакет подержи. Че стоишь? Пошли домой. Все нормально, если есть такие же, пожалуйста. Да не знаю, во вторник можно было съездить. Туда садись. Я налью чай. Да, налей чай, пожалуйста. Ну что, как тебе? Нормально. А Лизе ты понравился. Лиза? Лиза это та брюнетка, да? Приятная девочка, если честно. Ты кого-то ждешь? Нет, вроде. Может, гости? Я проверю быстро. Ну что, завтра куда пойдем? Не знаю, посмотрим. Я, если честно, устал сегодня. Это к тебе, Рашид. Ко мне? Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Старший лейтенант Гаджиев. Дело в том, что напротив супермаркета час назад сбили девушку. Кто она? Мы ее уже опознали. Ее зовут Лейла Арабкиева. Причем здесь мы? Зачем мы к нам пришли с такой информацией? Ее брат нам сказал, что его сестра его отвергла год назад. И еще, недавно вас видели в парфюмерном магазине. И видели, как вы с ней разговариваете. Это правда? Рашид Куревич, это правда? Лежи, лежи. Не вставай, лежи. Привет, Мадин. Лежи, лежи. У тебя ребро сломано, трещины в бедре.
Ничего серьезного. Врач сказал, неделька-другая, и все будет хорошо. Ты поправишься. Конечно, все будет хорошо. Один. Ко мне кто-нибудь приходил? Ночью Рустам был. Час назад мать Ахмеда ушла. Больше никого не было? Нет. Лейл, ты не помнишь, кто тебя сбил? Может, водителя видела, номера машин. Я только вспышку света помню, и все. Да. Тебя же доставили без сознания. А давай я нам шоколадки принесу, чай попьем. Хочешь? Давай. Давай. Как она? Уже лучше. Ничего серьезного. Она что-нибудь помнит? Я спрашивала, она ничего не помнит, ни водителя, ни номера машин. А ты зря приходишь. Ты же знаешь, что ты главный подозреваемый. Тебя все ищут. У них ничего нет на меня. Ни улик, ни доказательств. Когда это их останавливало? Если ей что-нибудь понадобится, ты мне скажешь? Конечно, обязательно. Йота. Где ты был? Участки. Узнавал насчет расследования. Тебя что-то беспокоит, отец? Как я оказался в такой ситуации? Моя дочь в больнице, а я сижу здесь и не знаю, что мне делать. Так я уже разобрался. Мы не бессильны. Скоро он получит по заслугам, и все это увидят. Я звонил ему, спросил, как мужчина у мужчины, не он ли сбил мою дочь. И что я услышал? Одно слово «нет». И в этом слове было больше искренности, чем во всех твоих словах. Найди мне Ахмеда. Я не знаю, где он. Так узнай. Из-под земли достань, если надо. Но чтобы к вечеру он был здесь. Иди. Мне нужны не вы, так что дайте поговорить. Его нету. Говори со мной. У тебя ни ордера, ни приказа. Я еще раз говорю, есть свидетель. Я свидетель. Говори со мной. Предупреждаю, если Рашид Куревич не явится в ближайшее время, его объявят в розыск. Надеюсь, вы это понимаете? Меня ищете, да? Да, именно вас. Потрудитесь сегодня к 6 явиться в полицейское отделение. С чего бы это? На опознание. Свидетели с места аварии описали вас. Это же как? По приметам. По приметам? Это же как они разглядели меня в темноте в машине? С этим мы уже разберемся в отделении. Лейтенант, можно с вами поговорить наедине? Да, конечно. Почему мы и нет? Ты уверен? Да, уверен. Присаживайтесь. Скажу честно, не знаю, кто вам заплатил или попросил это все сделать, но я знаю одно. У меня есть в свидетелях человек, которому будет очень сложно заткнуть рот. Плюс подделать улики – это еще та морока. И мы об этом знаем оба. Я знаю, может, для вас это дело чести, и вы думаете, что в вашем мире вы поступаете правильно. Но вот что я знаю точно. Если у вас не получится и меня оправдают, то я сделаю все, чтобы вас посадили. И всех причастных к этому. У тебя очень богатая фантазия, парень. Но я так уж и быть, спущу это дело на щек.
Не покидайте регион до окончания следствия. Лейтенант, если вы найдете его, могу я узнать его имя? Отец, Ахмед хотел извиниться. Извиниться за вчерашнее. За что ты извиняешься? Тебе не за что извиняться. В последнее время у меня не было возможности видеться с Лейлой. Это и понятно, я не хотел лезть в вашу семью. Я целый год с ней не разговаривал. Расскажи мне про нее. Рассказать? Да. Как она жила? Не жаловалась на что-то? Все было хорошо? Я не спрашивал. Не спрашивал? О чем женщина разговаривает? Это не какая-то женщина, это твоя жена. Извините. За что ты извиняешься? За то, что моя дочь лежит в больнице, а ты ее ни разу не навестил? За то, что вместо того, чтобы искать, кто ее сбил, ты ушел в запой? Это все Рашид, это он виноват. Убери его отсюда. Мы знаем, что ты делаете. Что вы сделаете? Мы украдем сестру. Украдете сестру? Ты, муж моей дочери, украдешь его сестру? Это была просто шутка, отец. Ты сейчас же пойдешь в больницу и оставишь мою дочь, иначе, клянусь, я вот этими руками тебя задушу. Отец, ты сейчас в гневе просто, успокойся, пожалуйста. Убери его с моих глаз, иначе я за себя не ручаюсь. Рашид, Он у себя. собираешься? Да, хочу в Москву уехать. Надолго? Не знаю, посмотрим. Рашид, мне надо с тобой поговорить. Да, конечно. Пошли на кухню. Налей нам чаю. Так, о чем ты хотел со мной поговорить? Ложка. Рашид, ты знаешь, я тебе всегда только правду говорил. Надеюсь, я в этот раз не пожалею. Лейлу, дочь моему сыну мужа оставил. Когда? Вчера вечером. Я только сегодня об этом узнал. Ты не особо удивленным выглядишь. Да я в последнее время мало чему удивляюсь, если честно. А уехать зачем решил? Тебе же сказали за пределами региона не выезжать. Да, я об этом даже не подумал, если честно. А ну-ка, подожди. Уезжаешь, значит? Да? Когда ты узнал? Вчера вечером от Мадины. И Мадине сказал мне сказать, да? Нет, Рашид, не получится. Он ее за тебя никогда не отдаст. Мы, конечно, можем попробовать через полгода. Да ты шутишь. За полгода к ней человек 10 засватается. По-другому никак. Это законный гор. По закону гор, по закону гор. Что-то все эти законы идут против меня. А ты что предлагаешь? Пойти против вековых традиций наших предков? Нет. На этот раз все будет по-другому. Что ты задумал?
Садись быстро в машину. Быстро, быстро, тебя хотят украсть. Садись быстро. Откуда ты знаешь? Кто собирается украсть? Тебя уже крадут.